Здравствуйте, меня зовут Шамова Екатерина, я из Санкт-Петербурга. Светлана Белоусова из Москвы. Я Дмитрий. Я могу, наверное, назвать две точки, откуда я. Москва или Липецк. Меня зовут Татьяна, я приехала из Москвы. Соня, Женя. Мы искренне собирались лететь в Бали, но вот где-то за сутки до вылета получилось так, что прилетели все-таки в Аймикон. Идея, наверное, взялась на уроках географии еще в школе, когда мы проходили два самых холодных города в России – Аймикон и Верхоянск. И я тогда подумала, что Аймикон звучит прикольно, надо съездить как-нибудь. Ну и в итоге, когда я рассматривала, куда можно поехать на зимние праздники, то я подумала, как раз вот есть нужное количество дней как раз под эту поездку. По двум причинам. Первое – это что-то необычное. Реально это вот такая вещь, которой, наверное, нету на туристическом рынке. Поэтому выбор зимой. Кстати, я хотел поехать в эту поездку год назад, но не было мест уже. Потому что места раскупаются быстро. Есть много желающих поехать в такую прекрасную поездку. Я давно наблюдала именно за Якутией. Я смотрела за таким инновационной инфраструктурой, инновационными штуками, которые развиваются в Якутии. Вот в этом направлении смотрела. И думала сначала, что я приеду сюда больше как для профессиональных каких-то мероприятий. А так сложилось, что каникулы, и получилось совместить приятное с полезным. И тут нарисовался еще полюс севера, и такое какое-то необычное, интересное. И вот так оно срослось, так и вышло. Таня только что рассказывала свою историю. Таня очень активно рекламирует те destinations, куда она ездит, те направления. И мы, наверное, как-то заприметили до этого, и на бэкграунде у нас была мысль о том, что было бы здорово поехать на полюс холода. Очень просто. Когда мы поняли, что мы не летим на Бали, потому что коронавирус закрыл границу, мы написали короткий список, куда мы хотим. И, значит, там получилось ЮАР, Кейптаун, там получился какой-то остров. Занзибар. Третий – Таиланд. И вот из этих трех мы выбрали Якутск. Вообще, эта идея у меня была 2 года назад. Я это нашла, я в основном люблю туры экспедиционного вида, не для того, чтобы там был комфорт, а чтобы это все испытать на себе. И я нашла в интернете, нашла вот это вот Аймикон, полюс холода, тем более я давно уже хотела в Якутию приехать. 2 года назад у меня это не получилось, и в этот раз я уже четко сказала, что я приеду, что бы мне это ни стоило. И еще я 2 года назад купила валенки. И благодаря этим валенкам я должна была их испытать. Собаки, они кусались, что-то как-то они друг с другом не поделили. Были кастрированные собачки, не кастрированные собачки. Те собачки, которые были не кастрированы, они не хотели к другим собачкам, а те, которые кастрированы, хотели нас вести. Поэтому у них было некоторое такое многоголосие. Ой, надо лицо закрывать сейчас. Да, лицо надо закрывать. Нужно учитывать тот факт, что это мы только приехали. И первый день, конечно, были в шоке от холода. Поэтому, наверное, через 10 секунд после того, как сани тронулись, пальцы, нос и все, оно стали отваливаться. Это было мучительно. И мы не знали, что когда мы поедем, появится ветер. И поэтому, когда поехали, мы поняли, что прям совсем холодно. Ой, собаки шикарные, мне понравилось, красивые, наглые, ничего делать не хотят. Лайки вообще замечательная собака. Они, конечно, просто сами по себе очень красивые, очень умные, ласковые. Выглядели вообще такими пушистыми. Не знаю, они в таком холоде живут, и мне казалось, что они скучают по человеку, ласковые, все время хотят, чтобы их гладили. Да мы с ними чуть-чуть проехали. Давайте следующий вопрос. Я, во-первых, в интернете смотрела, я читала, туда очень хотела попасть, и я туда попала. В таком месте не был. Действительно, я считаю, что это гениальная идея
использовать штольник и сделать из нее такую туристическую аттракцию, вот, конечно, это здорово, красиво, подсветка, она большая, там можно ходить по этим лабиринтам. Очень понравилось. Вообще понравилась сама пещера, во-вторых, мне понравилась эта пещера история. То, что, я так поняла, что там раньше хранили люди продукты, вот. А сейчас то, что там зимой и летом там одна и та же температура, по-моему, минус 10 градусов, вот. И то, что там можно прийти спокойно летом и увидеть, что там замечательные скульптуры, которые там находятся по 10 лет. Ну и в том числе мне еще понравилось то, что там рассказывается, как говорится, история Якутии. То есть там предания, там легенды. И это все как бы показано наглядно. Было очень забавно, мы там погрелись в царстве вечной мерзлоты и классно покатались с горок. Нас было вообще не оторвать, по-моему, от этой горки. Личная горка. Да, горка. Вот, вот от нашей группы, сколько там, 10 человек, взрослых таких уже бывалых, понабежали, схватили ледянки, выгнали детей и начали кататься. Как ощущение? Очень здорово, очень мило, сделали кучу классных фоток. Теперь, прежде чем ударить табык, все загадываем свои желания. С этими звуками наши желания поднимаются к солнцу. Солнце исполняет наши желания. И мы благодарим солнцу. В конце, после третьего удара, восклицаем 3 раза «Айхау! Айхау! Айхау!». Ты знал это слово, да? Нет. Ты какое-то слово там узнала, которое сказали. Как эта шахта называлась? Айхау. Айхау. Айхау! 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 Больше всего мне понравилось то, насколько проводящая обряд женщина, насколько она хорошо знает все вот какие-то тонкости, нюансы и умеет их рассказать. Вот. И также мне понравилось, что она сумела передать какой-то дух, какую-то вот непохожесть якутского мировосприятия. Очень аутентично, то есть как бы вдумчивая такая вещь, интересная. Она очень, как это сказать, необычная, потому что мы оба выросли в России, там где-то не так далеко от Москвы, там совсем другие сказки, традиции, поэтому все это было очень новое. Когда она рассказывала, что желает мать девушки, выходящей замуж, да, у нас обычно чего желает, чтобы все было легко, хорошо, прекрасно, а она желала ей быть сильной, брать судьбу в свои руки, много уметь и много делать. Вот. И мне кажется, это очень большое отличие, очень интересно и есть чему поучиться. Но, на мой взгляд, я бы хотел побольше погрузиться, поучаствовать в настоящем шаманской церемонии. Вот этого прям хотелось бы побольше. Когда жгли конский волос, мы все радовались, что мы чувствуем его, значит, мы не болеем коронавирусом. Снежная дорога, скалы, вообще вот горизонт, профиль реки, покрытый снегом. Конечно, это было потрясающе красиво. Я на Ленских столбах уже 2-й раз. До этого был 15 лет назад летом. Вот. И зимой очень красиво. Получилось, что не работал снегоход, мы шли пешком, и, наверное, это одно из самых вообще запоминающихся моментов. Это был самый холодный день, ну, по ощущениям, потому что мы только что приехали. Я сначала думала, что будет очень тяжело, но в итоге оказалось, что почему-то это не холодно. Первое открытие на 2-й день, внезапно не холодно. Какие вы красивые-то. Во-первых, мне очень понравилось, как скрипит снег. Я думала, лают собаки.
Ну, это реально. И я, короче, обморозила себе правую сторону, я себя обморозила. Я там с белыми волдырями была. Но я, правда, удовольствие получила, потому что у меня это была мечта. Нормально. Классная, потому что я родилась на Лене, только 2000 километров ниже. И после своего рождения я там ни разу не была. И у меня была такая одна из хотелок, я очень хотела снова побывать на реке Лена. Когда мы по ней шли, я думала, почему меня вообще Лена не назвали? Или Леней. Это такой был тест-драйв первый, как бы. Ну, достаточно полдня мы фактически были на улице. То есть до этого мы были в основном в машине и выходили на коротко. А это была все-таки продолжительная прогулка, и она прошла очень удачно. С одной стороны, вроде бы идти не близко и в горку, но на самом деле это не прям очень сложно и вполне по силам. Вот. Наверху, правда, очень сильно задувает. Дался тяжело. У меня вообще с этим проблема. С подъемом на высоту, хотя везде люблю лазить. В принципе, вот с высоты на все посмотрели, но недолго, потому что там как раз холодно. По-моему, мне показалось даже холоднее, чем в Оимиконе. Когда фотографируешь, приходится обнажать пальцы. И я лично могу это, если я не успеваю что-то сделать в течение 30 секунд, все, я, значит, больше не могу. На Ленских столбах, кстати, отличные туалеты, не теплые. Но чистые, прекрасные, с красивым видом. Вот очень рекомендую, там прямо на пригорке есть хороший туалет, можно, если открыть дверь, то открывается чудесный вид на всю долину, на столбы, на реку. Очень сильно рекомендую. Я себя поймала на мысли, что было бы здорово провести там время, полазить, там, походить. То есть это таких из один из моментов, что куда хочется вернуться. Вот, но вид потрясающий. Ну, мечта сбылась, так сказать. Многофункциональная. Мы и на машинах и прокатились на ней, и пешком прогулялись. Ой, вообще шикарно. Я в первый раз это увидела. И мне больше всего понравилось, как эти делают дороги. Во-первых, это выравнивается машинами и теплой водой. Вот. Только я не очень поняла, почему машина не скользит. Но мне потом объяснили, что это машина с какие-то специальные шины, она присасывается ко льду. Вот. Но это вот потрясающе, интересно, замечательно, очень красиво. Вась, ты зачем нашу еду оставляешь? Ну, это духом. Это не наши, это духов. Для духов. Такой обряд. Что-то надо дорогое оставить. Раньше оставляли самое дорогое, это где-то ткань. Вот. Сейчас оставляют, ну, кто-то сигареты кидает, кто-то, ну, это мусор, деньги. Мы же ехали смотреть суровый север, поэтому как раз-таки мы увидели всю его суровость. Вот. Но я не могу сказать, что было прям очень тяжело. То есть это 2 дня заняло, конечно, это немало, но это вполне нормально. Мне дороги нравятся. Я все время такие туры беру на длинные расстояния. Меня не укачивает. И я единственное, что еду и все время смотрю в окно, потому что виды потрясающие. Мы были самой образцовой группой, потому что мы как только садились в машину, мы сразу все засыпали. И Вася нас будил, говорил, так, красоты слева, красоты справа. И тогда мы говорили, Вася, точно красиво? Тогда мы выйдем. Как я смеюсь, что новогодние каникулы даны для того, чтобы всем отоспаться. Но мы выбрали другой путь, но мы себя не обкрали. И спали мы много, спали мы, нас хорошо так пошатывало, убаюкивало. Особенно и водитель старался, и под Васины рассказы. Ну и, конечно, когда мы открывали глаза одним глазом, другим глазом, то получали большое эстетическое удовольствие. Ну, конечно, немножко скучновато, такая долгая дорога. Вот. Ну, как-то были остановки. Вот. Где-то мы там дремали. Вот. Ну, и при такой погоде, собственно, и выходить не всегда хотелось. А если хотелось, то быстро возвращалось. Вот. Тема холодных туалетов тоже бодрила. Но зато было что обсуждать в дороге.
виды потрясающие, особенно второй день, когда въезжаешь в горную часть. Вот, виды, конечно, потрясающие, очень красивое, необычное солнце, вот эти вот закат сквозь такую дымку морозную, горы и вот это солнце сквозь дымку. Очень, очень красивые фотографии, вообще очень красивые виды. Альпы, да? Да, только ресторана не хватает. Да, тут вот фуагра тут продается за углом. Только что поели. Ну, это какой-то вообще отдельный, мне кажется, космический, там какая-то отдельная планета. Ну, во-первых, там, когда мы выходили на улицу, нужно было на себя опять там кучу одежки одеть, ты выходишь в этот морозный воздух, и он прям, ну, какое-то как бы ощущение даже другие от этого холода, он прозрачный, хрустящий. С горы на долины, вот эти заснеженные деревья. Очень красиво. И это такая красота, которую, ну, я не знаю, где еще можно посмотреть. Что мне запомнилось, это солнышко. В моем представлении солнышко быстренько садится, и сразу становится темно, буквально через 10-15 минут. Здесь же солнышко, оно садилось, да, и я даже какие-то моменты, я там прилягу к окошечку, смотрю и думаю, вот, ну все, сейчас типа прощаюсь с солнышком. Думаю, вот и солнышко уходит. Мы как выезжаем, и оно опять светит, то есть оно не уходит. Вот, и поэтому тоже такие, короче, Якутия – это регион с длинными заходами и восходами. Очень красиво. Ну, то есть, наверное, там одно из единственных мест в России, которые я видела, и не только в России, где действительно такая зимняя сказка, нетронутая сказка, идеально чистая, идеально красивая. Такое царство Снежной Королевы. Во всех детских книжках, когда там про зиму, такую настоящую, там рисуют эти деревья, запорошенные снегом. Так вот в России их нет, они есть здесь. И это было очень красиво их увидеть. Второй день, да, дорога на костях, я вообще это увидела, что, во-первых, мы были там в Хандыге, бывали в музее. Вышка утеплена, у нее внутри сделаны заваленки, утеплены опилками. Рассказали, ну, как говорится, труд адский, но что дорога на костях была построена только для одной машины в одну сторону. При этом я так поняла, что постепенно она расширялась там по мере каких-либо требований, и люди, которых хранили вдоль дороги, их не перезахоранивали, а сверху так и клали полотно. То есть сейчас бы она как бы двухстороннее движение. Я так поняла, что доезжая до Теплого Ключа, она опять превращается в одну сторону. Там как бы солидарность водителей. Ну и во-вторых, то, что там нужно хорошо знать дорогу, потому что можно отъехать в сторону и упасть с дорожного полотна. Это жестко, просто, это, честно говоря, это адреналин. Самая сложная часть на самом деле была перед самым Аймиконом, когда дорога становилась все хуже и хуже, и вот эта усталость, которая была за 2 дня дороги, уже накопилась в какой-то критической точке, и вот именно вот эту последнюю часть, наверное, от Тамтора до Аймикона, она была вот такая самая сложная. Мы спали, мы прекрасно провели время, мы слушали Васю, спали, ели, изучали местный колорит посредством посещения кафе Куба, посредством посещения местных холодных и не только холодных туалетов. Нет, все было отлично. Привет. В целом, в первый вечер мы пошли гулять и тоже поняли, что, ну, холодно, но не так, чтобы прям умереть. Отлично ощущается, когда сидишь в теплом домике. Вообще не. Там котельная новая рядом, модульная, в домике великолепно. Я бы это писала, что очень много у нас в головах, что не так, не сильно многим это отличается от тех же самых минус 35. В конце концов, мы все меньше и меньше, мне кажется, даже одежды надевали, уже перестали куртки застегивать, чтобы там дойти до машины. Вот, то есть как-то наша резистентность повышалась. Ну и минус 56, и ничего, и нормально. Главное, качественно одеваться, там несколько слоев, и даже в таких условиях можно жить. Холодно. То есть вот это вот ощущение ломит руки от... Ну, тут еще хочется все время снимать,
А поскольку снимаешь на телефон, это можно делать только голыми пальцами. Это, конечно, самое было большое неудобство. Сложнее всего было дышать, потому что воздух не успевал прогреться. Я прям чувствовала, как он вот холодный, насколько он холодный. Поэтому я все время была в шарфе, как-то старалась от этого закрыться, а все остальное было решаемо. То есть там руки, ноги, все можно утеплить. Вот. Но вот воздух, он не прогревался. Ну, в туалете ощутимо, в холодном. Это да, реально, это ощутимо. Про подробности я не буду рассказывать. На этом я все прочувствовала. Ну да, мы, кстати, не думали, что есть какая-то разница между минус 37, минус 45, минус 56. Нам казалось, что все, что меньше 10, это уже просто холодно. Нет, не просто холодно. Ну, когда моргаешь, ресницы смерзаются, и потом сложно глаза открывать. Вот это отличие для меня. 56 от 47. В 47 не слипаются друг с другом. Лунка. Где я больше всего замерзла, это когда мы пошли ловить рыбу на реку Индигирка. Вот там вот реально самое холодное. Если ходить, то нормально. Чувствуется и дышится спокойно. Но вот если стоять, то реально можно замерзнуть. Очень холодно было. Вот это как раз часть маршрута, часть экскурсии, которая была нестерпимо холодно. Я, честно сказать, ожидала, что мы будем бурить лунку. Обычно в Московской области примерно так. Приходят рыбаки, садятся, бурят лунку, а там картофельное поле. Вот как это обычно бывает. Вот здесь все было достаточно интересно. Интересно, что ловят сетями, можно натянуть. Нам рассказали про технологию, как нужно делать. Вот, интересно, что рыбка, она там сидит и даже ловится медленно, наверное. Чего-то не видать, ну, посмотрим еще рано. Пока мы ходили от одной лунки к другой лунке, первая лунка успевала замерзать на минус 56. Вот сюда привязываем и отпускаем. И там будем проверять сейчас. Да, вот смотрите. Когда замерзает уже. Вот так же мы будем замерзать, как купаться. Нет, бьется рыба. Бьется, да? Да. Вот, что очень хорошо. Ну, сама технология, конечно, тоже необычная. Я сфотографировал с этой палкой, на которой, значит, висела рыба. Поместил ее на Facebook, и мне написали, что такой палкой можно на кабана, а не на рыбу. Потому что она толстая. Но они же не знали, что... И вот, это выглядело, я держал. Похоже, что это была удочка с крючком. Естественно, таких удочек никто, там дубина какая-то, дубина толстая, с которой висела леска на рыбе. Почему-то вызвало бурю интересных дискуссий на Фейсбуке. Есть. Есть, я говорю, здесь есть. Как определить? Щука? Нет, это налим. Это налимчик. Там не посидишь, конечно, и не пождешь ее у лунки, да, только надо быстро все проверить и убежать, вот. И мы смотрели, как рыба, которая вот живая, мы ее достали, и как она вообще замерзает, просто практически живьем. Вот это там хвостик ему подвесить, было видно, что он жив-то вообще. А уже, по-моему... Я пробовала еще лед долбить. Вот, да, даже. Сильно так не долбить, а тут провалимся все дружно. Ты тоже провалил, да? Согреться этим. Течение это. Течение? Вот. А мы не поймали много рыбы, там у нас, по-моему, 2 в итоге попалось. Уже. Вот это сиквалек. Я, поскольку примазываю к себя к любителям рыбалки, то для себя поняла, что надо в другой раз приехать и уже пойти по-нормальному порыбачить, чтобы выловить то, что нам показывали сегодня на рынке. Такое и вот такое. Вот. Так что спортивный интерес, спортивный азарт, и рыбалка на Миконе, она только поддразнила и приблизила к тому, что надо бы поехать на рыбалку.
Ты замерзла, да? Нет. Нет. Ты? Отличного настроения, здоровья крепкого, счастья и благополучия. И чтоб в сердце всегда поселилась любовь. Дед Мороз. Ну да, он как больше как хранитель холода, конечно, вот. Ну, я даже, кстати, купила себе сувенир такой с быком. Напоминание, что не надо себя слишком сильно баловать. Я сейчас вам буду вручать сертификат о том, что вы действительно были полис холодяймом. Сазонов Виталий Анатольевич. Поздравляю! У меня сертификат, я была на полюсе холода. Я это даже выложила у себя там ВКонтакте. Там все пишут, не может этого быть, что ты здесь. Потому что сюда не каждый добирается. Я, по-моему, по сертификату 1883. Сертификат, безусловно, получили. Но это часть тоже традиции такой местной, очень интересной. Сразу вручил, потом мы его закидали вопросами всевозможными по эпосу. И сказала, мне всегда интересовали, откуда эти рога берутся. Он объяснил. Когда вот весной все растаял, да, и берега смывает, и там очень часто выходит под землю, ну, бивни, мамонты. Вот они, наши предки вот этого вот сочинили такую легенду, да, что каждую зиму, каждой весной рог опадает с зимы, быка зимы. Думали, что это рога быка. Вот. А посередине это северная звезда, которая никогда не гаснет. И когда всегда показывает путь. Костюм, конечно, потрясающий с рогами. Вот. Вообще это традиция с быком, часть вот этого якутского эпоса. Да, я считаю, что это очень здорово, что это вообще поддерживается как-то. Вот. Ну и человек очень приятный был. Меня Михаил звать. Это коневодством я занимаюсь. Сюда в 85 году приехал. 1985. По советскому направлению. Как он, пастух, не пастух, кто там за этими лошадьми следит, смотрит, он потому что был одет. Мы сегодня, когда уже вернулись в Якутск, по магазинам ходили, я поняла, что у него он был полностью одет как волк. У него была волчья шапка, волчий костюм, вот шуба его, шкура. В общем, он еще, плюс он еще с Иркутска, почти мой, там, тоже земляк. Мы их созерцали. Они пушистые, милые, такие ми-ми-ми-ми-ми-ми. Вот. У нас дочка очень любит такие пушистые игрушки. Вот. Похожи на пушистые игрушки. лошади, ну, они, видно, что они специально сделаны для севера, вот, но нам показали, как их выгоняют, как их там разделяют, если это необходимо. Вот. Ну, было забавно. Я как бы занимался верховой ездой. Вот, видел разные породы лошадей, похожие лошади, исландские, тоже небольшие лошади. Но эти меня поразили. Они, во-первых, меховые, во-вторых, тот факт, что они полудикие, сами себе добывают пропитание. Вот, поведение у них, поведение полудиких лошадей. То есть, когда мы были в загоне, они отличаются, конечно, от лошадей объезженных. Вот, очень красивый, на мой взгляд, за счет такой шкуры. Нет, на лошади я не каталась, потому что они монгольские. Когда я была в Монголии, я тоже не села на эту лошадь. Она своенравная. Как у них рога растут? Интересно. Почему они так растут? Ну, потому что они ближе к якам, родственники яков. Это же як? Нет, говорит. Коровы были, кстати, еще забавнее, потому что они вот совсем капитально. Если пород лошадей, в принципе, многие видели, хотя бы на картинках много, вот, то пород коров, я думаю, мы не так много видели. А вот эти были такие маленькие, такие мохнатенькие, особенно телята. Вот, поразило их количество и как одна семья вообще может вот с этим всем управиться.
потому что, мне кажется, это работать надо просто вот от рассвета до заката. Вот. Ну и они там в тепле стоят такие, в общем, довольные, толстенькие. Вот их прям потискать хотелось. Да, я видела этих коровок с волосатым видом, еще когда ездила в Екатеринбург, нам показали, они там экспериментируют, они заказали коров в Якутии, вот, и в Екатеринбурге их там разводят. Был такой период в развитии технологий, там, от начала нулевых до конца нулевых, телефоны становились все меньше мобильные. Сначала антенна пропала, экран меньше, совсем маленькие стали. Вот коровы, они такие тоже, такие маленькие коровы, компактные. Так и хочется в карман положить. Все сейчас, одни затраты. Купить-то купить. Все надо купить. Поэтому надо свою еду сделать. И очень понравилась хозяйке вообще, как она все это ухаживала. Видно, что она это все дело любит с огромной любовью. Там. Редко в наше время, по-моему, когда не отнимает теленка от мамы, то есть она их кормит, не жалеет, молоко не забирает, отдает. То есть можно сказать, что коровам очень повезло, что они растут в таких комфортных, любящих условиях. Вот, очень чисто так и как-то очень по-душевному. Он не корова. Да, я ближе к Якову, видите, очень хохолок. Он далматинец. Ну, коровки запомнилось, что они в таких условиях живут. Ну, прикольно, маленькие, там, такие несуразные, любопытные. Если лошади такие какие-то пугливые, к ним не подойдешь, то телята прям это такие подростки несуразные. Ну что? Интересно тебе, да? У нас же было там неожиданное такой сюрприз. У нас был концерт, который не был предусмотрен. Из-за ковида в программе концерта не было. Вот, и неожиданно у нас группа согласилась. И повторяем. А музыка где? В принципе, Аймекон, такое небольшое поселение, и я не думала, что там будет настолько развитая художественная составляющая. Первое, что сам концерт понравился, а во-вторых, что это делали не профессиональные группы, это просто люди, которые живут в деревне, и молодежь. Вот они собираются, репетируют, у них здорово получается, они полны энтузиазма, им это нравится, было очень здорово. Поразило, что в таком небольшом и удаленном поселении внезапно такие таланты. Очень здорово, что при населении 600 человек на всю деревню есть столько ребят с таким хорошим голосом, с таким талантом. То есть вот это поражает. То есть, прям нет слов. То есть поют очень хорошо, и номера профессионально поставлены, и декорации, и музыка. Ребята большие молодцы, и нам было при этом очень интересно посмотреть. Ой, это, наверное, одно из самых вообще запоминающихся событий. И это было и нам приятно, и было им, потому что они уже давно сидели дома, им тоже были скучно, поэтому они, по-моему, получили не меньше удовольствия, чем мы. А мы, как благодарные зрители, нам, правда, были восхищены той отдачей, теми голосами, костюмами, и как будто побывали в каком-то, не в сельском ДК, а на каком-то таком приличном концерте. Плюс при этом они еще стараются, что пытаются делать не только традиционные номера, но и как-то немножко на современность их тоже перекладывать. Вот этот такой микс, он тоже очень здорово был сделан. У меня вальгам всегда ассоциировался с таким немножко нудным инструментом, который там просто что-то тренькает. Но сделали очень такой танцевальный, интересный микс. Каменный кит должны поймать одну. Оп, ага. Нет.
смотрите все туда. Дмитрий, готовьтесь. Вы поддерживаете ее, поддерживаете? Что здесь, Вась? Здесь водка, здесь шампанское. Говорил, водки нет. Водка будет для тех, кто будет купаться. В Оymykonie все меняется, и на крещение, нет, на Рождество происходит крещение, поэтому мы немножко забежали вперед. Всем привет! Ура! 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 Начинается купалка. Купалка! Oymykonie! Слабоумие и отвага! Я, с одной стороны, люблю холодное купание, но холодное купание при минус 57 – это все-таки другая тема. О! Это было на адреналине, когда чего-то боишь, а когда на адреналине ты как бы не замечаешь. Ну, то есть это холодно не было. Это было быстро, конечно, вот, а после купания было жарко. Ну как, Жень? Очень хорошо! Организм выработал столько гормонов, адреналина, не знаю, как остальных, что вот прям эйфория была после того, как вот это очень жесткий контраст, холодная вода, потом минус 50 температура, а потом в горячую палатку. Тут прям огонь по телу и ощущение эйфории. Oymykonie, 2021 год. Здорово, холодно, необычно, много зрителей. Без бикини Oymykonie. Ну как она? Хорошо. Такой как челлендж, который получилось пройти, и даже это без потерь. Муж очень храбрый. Вот, я всячески поддерживала, прибежала поддерживать его в палатку, так что немножко опалила себе ножку. Да, вот такая вот у меня теперь красивая ножка. Печка была хорошая горячая. Да, печка была хорошая горячая. Я пыталась согреть мужа и пыталась согреться сама. Ну вот. Ну, все было настолько здорово организовано, что я посмеялась, что если бы такая же организация была бы и на материке, то каждый второй бы на крещение выходил бы купаться. Организм очень взбодрился, какой-то появился тонус, а кожа стала бархатистой, ну вот прямо настроение улучшилось прямо. Да, здесь тоже была такая дилемма по результатам, что вкуснее, фишки холода, водка замороженная или водка после купания. Вот, после купания все-таки водка вкуснее. Это было очень смешно. Я пошла гулять, потому что мне в Oymykonie очень понравилось. Я вообще по образованию теплотехник. И мне всегда было интересно, как люди отапливают свои помещения. И я увидела, что есть центральное отопление, посмотрела трубопроводы. Реально там вообще теплопотери нету. На теплоизоляции лежит снег. То, чего у нас мы не можем никак добиться, у нас везде все парит. Вот это вот мне реально интересно. А что из них, водка, что шампанское? Беленькая водка. Беленькая водка. Мне больше понравились фишки севера, Васина замороженная водка, фишки холода, шампанское с водкой. Водку с огурчиком и шампанское с клубникой. Вот. Ну, тоже было забавно, поели, что-то растаяло, что-то выпили. А как там правильно говорить? Я забыл. Ча, да. Да, но сам факт, что настолько температура низкая, что водка замерзла, она же все-таки не замерзает даже в морозильнике. То есть, конечно, было интересно там вот этот, как он назвал, чупа-чупсы со вкусом водки, да, в котором внутри еще был маленький огурчик. Вот. В отличие от водки, которая подмерзала достаточно быстро,
Вот, то огурец был, конечно, каменный. Шампанское всем понравилось, но мне кажется, и мальчикам, и девочкам, и клубничка. Огурчик с водкой как не зашел. Не, водка тоже нормально вкусная. Да, то есть как бы некоторые есть такой противоречие, вроде надо закусывать, она и так уже как закус. Поэтому два в одном. Я бегал, вот тут ночь, когда обещали, что будет холодно, когда в туалет, когда еще просто... И бегал постоянно к термометру, смотрел, сколько Нам хотелось, чтобы было все холоднее и холоднее. Термометры по устам показывают не точно, но вот как мы сошлись, наша группа сошлась на мнение, что это было минус 56. Температура, насколько я помню, была 57 градусов у нас. И это, конечно, было более жестко, чем, например, на Лене. То есть я думал, что там будет так, как на Лене. На Лене как бы не было холодно. В Эмиконе было очень холодно, прям нестерпимо холодно. Поэтому они такие, чувствоваться не будут. Да, она очень... Я рыбу не ем, но я так попробовала, она очень напомнила мне кильку пряного посола, если честно. Когда вот ее берешь в соль и перец, килька пряного посола. Это вкус. Вот если попробуете, по-моему, одно и то же. Но это мое мнение. Тарганину я раньше ел. Вот, конечно, это очень здорово. Свежая рыба в чистой природе. Вот. Ну и сама рыба, все-таки такие редкие благородные породы, там все это очень, очень вкусно. Да, но мы ее пробовали до этого, мы всегда ее любили, мы поэтому сюда еще приехали. Мы очень большие любители рыбы, особенно свежей, особенно неприготовленной, и это как бы был один из таких тоже больших мотивов поехать сюда, потому что здесь лучшая рыба. Из якутской кухни мне больше всего понравилась жеребятина. Строганина, мне хотелось все время чего-то горячего. Вот, в принципе, поэтому строганина, она вкусная, но мне все время хотелось горячей еды. Вот, поэтому больше всего я оценила жеребятину. Якутская кухня, самое главное мясо. Я мясо люблю. Конечно, здорово. Главное, что мне нравится в якутской кухне, что она на основе чистых продуктов. То есть здесь, в отличие от других, чистая природа и чистые продукты. Свежие, хорошие. Но это, наверное, та черта, которую просто так сложно в России найти, и чтобы было вкусно, качественно и с любовью. Вот это все здесь есть. Интересно, да, он называл это фишки холода. Но это действительно то, что невозможно увидеть в других местах. Нет, вот. Кто хочет разбить? Ну, я разбила перец. Вот. Видео там раскололся. А мы как хотели. Вот, это было очень интересно, особенно понравилось, когда мы разбивали капусту. Видите? Я не думала, что она так разлетится. Вот капуста реально было интересно. Сердце кровью обливалось, потому что мы свежие фрукты били, они здесь дефицит и деликатесы, поэтому было немножко обидно. Свежий перец, яблоки, мандарин бить. Это все коровам пойдет, так что не успокойтесь. Нам сказали, что все это пойдет коровам, поэтому мы не порадовались. Вообще очень здорово, хочется повторить, на самом деле, при разных температурах в Москве. Просто интересно, как ведет себя тот же самый продукт теперь при разных температурах. В общем, я думаю, первое, что сделаем, приедем и тоже попробуем. Будем бить капусту. Капуста очень смешно билась. Вот, она такая шелестом осыпалась. Так, следующий. Кто хочет яблоко? Вот. Вот, яблоко структура тверже. Видим, практически целое осталось. Об какой-то овощ разбилась доска. По-моему, об яблоко, я не помню. Но доска была более хрупкая, чем... По-моему, это было яблоко. Еще раз? Давайте еще раз, да? О, молодец. Так, кто хочет мандаринку разбить? Вот. Видите, мандарин тоже, структура у него такая, видите, он рассыпался. Легко вообще. Да. Мы, мне кажется, с энтузиазмом к этому отнеслись. Все очень дружно забивали гвозди бананами. Будем забивать бананом гвоздь. Кто желает? Видите, в Якутии можно бананом забивать гвозди. Огонь. Сейчас расскажу вообще.
То есть, ну, там ты едешь, там пейзажи, они очень красивые, снег, деревья, очень красивый свет, открывается вот эта дверь, и там совершенно как в Нарнии. Во-первых, ты приезжаешь, ты видишь что-то вот гору, такие большие дородные ворота двухметровые, как, правда, вход в какое-то царство, и никого нет, ничего нет. Это для тебя открывается, и там вот этот вот длинный-длинный коридор. В другой мир, а здесь вот очень красиво. И тот факт, что не счищаются кристаллы льда, они невероятные. Структурированные вот эти вот льдинки, снежинки, они вот прям огромные были. И, насколько я понимаю, они образуются под влиянием нашего дыхания. Вот, и поэтому прям свешиваются к нам такими крупными гроздьями. Мне вообще потрясающе понравилось тоже. Теперь понятно, откуда женщины берут все эти узоры и это самое, все вот эти вот украшения. Я никогда не думала, что это природа может такое сделать. Я увидела это в первый раз. Просто невероятность тут, в Якутии. Просто вообще слов нету. Непередаваемо. Будем здесь жить. Точно, точно. Ты прям здесь остаешься? Да, я как Чисхан. Я там занимался в основном тем, что снимал кристаллы льда, которые были невероятно красивые. Как мне объяснили, по какой-то причине в Якутске их сшибают. Но именно они самые красивые. Они были очень крупные. Хорошо была видна структура кристаллов. Каждый кристалл был неповторимый. И это были какие-то невероятно красивые вещи. Кажется, что там вот если сравнивать, их даже невозможно сравнить. То есть в Якутске такое очень туристическое, то, что где мы были, это уникальное такое место необычное. Но кажется, что она более аутентичная. Ну, то есть мне гораздо больше вторая понравилась. Там совсем нету народа, ты действительно идешь прям по маленькому аккуратному домику с нависающим сверху проводами из снега. Ну, то есть я даже не знаю, как красиво называть. Да, гирляндами из снега, из снежинок. И, ну, то есть нет слов, просто очень-очень красиво. Раньше там были большие коровники, и там хранили мясо. После 92 года это все развалилось, не знали, куда девать эту штольню. Ну вот в итоге сделали вот такую потрясающую пещеру с узорами зимы, и которая вот, как сказать, 365 дней в году туда можно прийти, и это можно увидеть, там температура не меняется. Мы в этой пещере грелись, потому что там было то ли минус 10, то ли минус 15 градусов после там 50 на улице, это прям реально было тепло. Я не представляю, как мы сейчас в Москву вернемся. Мне кажется, мы будем в футболках все ходить. Да. Всем рекомендуем. Будем размещать в социальных сетях и всех соблазнять этими фотографиями. На улице даже теплее, чем в машине, походу. Ты холодно, что ли? Мне нормально. Здесь теплее. Над собой вот таким движением надо бросить. Подожди. Вау. Раз, два. На сколько? Подожди. На 3. Давайте, холодно, договоритесь. Раз, два, три. О, классно. Упражнение называлось «По местам Дудя». Потому что Дудь здесь был какое-то время до этого, он кафе Куба освещал, он рассказывал байку про оконный интернет, который пытались сначала срезать на медь. Мы ехали и приехали к северным оленям. Вы где Санта-Клауса потеряли? Какие высокотехнологические олени, они привязаны к интернету, к проводу интернета, чтобы никто не убежал. Это у тебя рог отвалился? На, меняю на рог. Давай. Ну, на один рог. Ну, давай. Мне кажется,
я таких фантастических елочек нигде не видела. Ну, скульптор — это, конечно, отдельное такое чудо. У нас даже в программе это не было заявлено, по-моему, поэтому совершенно не ожидали. Вот, я думала, что когда говорили о скульпторе, я думала, что это будут опять какие-то фигуры изо льда. Потрясающе. Мне уже написали вообще, я уже выложила, мне написали. Это просто потрясающе. Идея, мне кажется, гениальная. Замечательно. Это наш ответ быку с Уолл-стрита. Да, она сделана из природного материала. Делает скульптуру, пока она тепленькая или холодненькая? Тепленькая, конечно. Это прям экологически чистый. Да, эта композиция называется «Год быка, разбивающий коронавирус». Где видите, коронавирус? вон лежит. Ну так ты сними коронавирус, не видно, вон он там разбился. Да. Он этот... Все было разбил коронавирус. Да. Бык-то мощное животное. Бык разбивает коронавирус. И еще всех животных, ну, то есть домашних животных, надо чипировать. Видите, у него на ухе тоже чип висит. 2021. Мне кажется, что он придумал очаровательную идею, и у него все классно с фантазией, с талантом. Одна проблема. Нужен его там WhatsApp, чтобы, или он сотовый телефон, чтобы завел. Тогда можно будет, как бы, ну вот надо друг друга поздравить с днем рождения, и вот можно будет. Здравствуйте. Рынок, он как бы второй раз бьет по больному месту, что мы любим рыбу, а рынок вот, просто изобилие рыбы. Мы, на самом деле, мы запасливо приехали с одним большим пустым чемоданом, так что повезем очень много добра домой. Она фотографировала рыбу. Я в первый раз видела такую рыбу. Я только видела по телевизору. Вот, я уже тоже сфотографировала, сходила на рынок, купила жеребятину, купила вяленую, купила оленину вяленую. Мне заказали. Я это дело купила. Заяц целиковый. Вот. Мы привыкли, конечно, что все мясо уже разделано, без шкуры, филе, ну, как-то так. Вот. А тут прям вот все такое дикое. Невероятно то, что люди стоят на улице целый день и продают. Как они там выживают. В общем, вполне довольны и счастливы, улыбаются. Даже к вечеру вполне не производили впечатления замерзших. Взяли коня и разобрали его. Мне кажется, я нашла главный сувенир, который я повезу домой. Вот. Это не лося, это жеребец. Жеребеночек. На самом деле это лего. Можно собрать жеребенок. Вот потроха, очень вкусно. Сердце. Это лего. Язык говяжий, печень. И будет свой жеребенок. Можно собрать обратно. В мороз и туман, и такое вот, и фигур так ходят, так как тени. Я вспомнил, когда мы прилетели из Москвы, вышли в аэропорте, я замерз мгновенно. У меня стал отваливаться нос, очень сильно болеть, и пальцы. И я тут же зашел, мы там ждали машину, я зашел обратно в здание аэропорта, потому что невозможно было находиться на улице. Сейчас, по прошедшей неделе, когда мы приехали из Микона, вот мы сейчас шли, холод не чувствовался вообще. 44 градуса, вот если раньше мне сказали, что 20 это уже это температуры, в которых, по-моему, можно было умереть, а тут 44, которая чувствовалась абсолютно комфортно после 57. Прошло всего неделя. Вот эта вот адаптация, вот сегодня это ощущение мне вот поразило. Очень хорошо утепляться, продуманно отнестись к выбору одежды и обуви. Вот. Ну и в целом ничего не бояться, потому что на самом деле это звучит, конечно, страшно и необычно, но это все вполне переносимо. И поскольку это действительно самое холодное поселение на Земле, обязательно надо посетить, чтобы хотя бы понять, как оно, и понять, что ты это можешь. Мне вот, когда я собиралась туда, они сказали, ты что-то там дышать не сможешь, ты себе легкие обожжешь. Я говорю, нет, я не верю, мне нужно проверить с собой. Дышать можно. Единственное, что нужно ходить, потому что если встанешь, ты замерзнешь. Считаю, что на самом деле здесь
действительно колоссальный потенциал и в плане природы, и в плане традиций, и регион разный. То есть Аймикон – это одно, море Лаптевых – это другая тема. Полюс холода, вот этот мороз, зимние вещи – это одно, летом совершенно другое, рыбалка. То есть много-много есть вещей интересных, что как бы позволяет приезжать сюда несколько раз вот в разных форматах. Обязательно ехать, быть открытым к гостеприимству, принимать вот культуру. Это такая возможность научиться радоваться маленьким бытовым вещам. Берите грелки, много грелок, очень много грелок. Да, еще надо яйца с собой брать, потому что это деликатес. Нет, конечно, мы рекомендуем обязательно сюда ехать и зимой. Вот, я летом тоже нужно ехать. Очень необычное место, очень отличается от такого стандартного отдыха, который можно получить за то же время, за те же деньги. Это существенно более запоминающаяся история.